привет! Вечер, ребят, поселок в республике, жара просто страшная. Днем до 38 градусов просто. Люди купаются, загорают. Сам, ребят, подзагорел уже нормально, что даже не надо никакого юга. Загораю и на севере, ребят. Выехал сегодня, ребят, порыбачить на спиннинг. Так просто прокатиться, ребят, подышать воздухом, побродить по старым детским местам, как раньше, ребят, уже надоело эта лодка приелась. Провести вечерок. Погода у нас немножко попрохладнее стала, и сразу, ребят, выбрался. Несмотря на погоду, что обещали дождь. Вот так в данный момент. Не знаю, кратковременный дождь вечером, как будто 5 час вечера. Ну, солнце, жар этот упал, ребят, и сразу рванул. Сегодня, ребят, на велосипеде. 1000 лет уже не катался на велосипеде. Взял у соседки велик, говорю, дай мне, тетя Лида, велик, я погнал по рыбачу. Велосипед не скоростной, простой, ребят, но теми лучше. Надо немножко подсбавить, а то за последнее время поднабрал немного. Ну вот, ребят, отошел от поселка. Буквально километра 3-4, наверное. Пересек речку. Сейчас вот иду по старой асфальтированной дороге. Ну, в таком состоянии, потому что в этом сезоне, ребят, она была затоплена полностью. Представляете, какой паводок был. Впереди встречает село. Но я не доезжаю до села, ухожу, получается, налево. Там километра 4 по лесу. Ну и уже будет место. Постараюсь добраться прямо до реки. Не знаю, как пройдем ручей. Но дождей не было, была засуха, значит, должно все быть в порядке, все хорошо. Так что, ребят, не теряем времени. Я думаю, рвем когти, попробуем. Сегодня в планах половить окуня, ребят. Там чисто окуневые места, не знаю. Щука в прилове. Не крупная, травянка, не знаю, посмотрим. Пешком, ребят, этот маршрут далековат, тем более, я понимаю, если идти с ночевой, то можно потихонечку добраться, разбазироваться, там, порыбачить, переночевать. Как я и делаю, я там обычно осенью ловлю налима, в тех краях получается. А на вечерок сбегать, ну, далековато будет, а на велике, ребят, самое то. Был бы еще мотоцикл, да, вот небольшой там какой-нибудь. Было бы вообще шикарно. Но ничего, ребят, физуха тоже нужна. Физуха нужна, ножки надо разминать. Тем более погода вот на десятку жар упал и сразу как будто стало комфортнее. А так невыносимая жара, блин. Это, конечно, жесть. Ладно, ребят, немножко еще по асфальту. Меняем дорогу на лесную. Посмотрим, как обстановки в лесу. Может, какой-то гриб есть. Хотя навряд ли такая засуха была. Вот дождик будет. Можно будет попробовать за грибочками сходить. Ну, как-то так. Ладно. Потихоньку едем, дребежим. Велосипед такой подуставший тоже немножко. Но вроде справляется со своими обязанностями. Ребята, я уже в лесу. Продвигаюсь. Но в лесу так сыровато, ребят. Такое ощущение, что здесь ливень был. Причем недавно. Ночью был небольшой дождь у нас в поселке. Но, возможно, здесь хорошенько зацепило. Это прям на руку. Это хорошо. Грибочку как раз нужна вода вот эта. Ладно. Зашел в лес. Сейчас прокатимся по лесу. В лесу спокойно, ребят. Тихо. Но стоит только остановиться. Комар, наверное, унесет. Комара с этим оттепелью стало очень много. Мошка, вода. Еще подсырел немного. До реки доберусь. Сразу умоюсь. Побрызгаюсь. Витамином. Нормально будет. Я думаю, погуляем. Расстояние там небольшое. Метров 700, наверное. Ну, точка лова. Обкидывать, коряжник там. Травяночка там хорошая. Потом место там интересное такое по окуню. Ну и все, и домой. Я думаю, за часа 2-3 управлюсь. Такой вечерок, ребят. Ну, пока качусь по лесу. Что, ребят, добрался я до ручья. Ну, я бы не сказал, что непроходимый, но такой сыроватенький. Вот
Какая тут грязичка такая. Ух ты, блин, нифига. Жижа-то такая нормальная. Засасывает. Опа. Соседке придется велосипед потом помыть. Это скажет, взял прокатиться. Весь велик ухандокал. Ну тут ручей седал, он такой печальный. В прошлом году были дожди летом. Так этот, я на рыбалку хотел тут пройти. Ручей вообще не прошел. Все было затоплено. Ну вот, ребят, сейчас пройду вот эту пойму. И дальше на колеса. Перешел ручей, ребят. Комара, конечно, куча, блин. Сырой, спотевший. Тормознул попить. Фух. Душно, душно. Не то, что вот жарко, а просто душно. Дышать нечем. О, хорошо. Еще немного, километра 3, наверное. И буду на точке. Ну что, ребят, финишная прямая. Уже иду вдоль реки. Спиннинг пришлось в руки взять. Там под кустами ехал. С рюкзака торчит. Неудобно. Прогулочка такая на велике. Давно не ездил, блин. Но ничего, нормально. Вот здесь галечник. С него начнем. И пойдем по коряшкам. Вот это. Пилил здесь костры, не костры. Прям сюда сейчас заедем. Оп-оп, связь поймали. Ну, вот здесь кто-то ночевал. Вот здесь, ребята, по травяночке пойдем. Байк оставляем. В первую очередь, конечно, надо умыться. Умоемся, ребят. Набрызгаемся, потому что вообще махом жирают. Вот люди сидели, злодеи. Побухали, блин. И выкинули все. Вот как-то так. Хорошо. Так, ну чё, здесь, ребят, конкретно только буду работать вертушечкой небольшой. Где-то она у меня здесь, после рыбалок я ее ложил. Так, да, вот она здесь. И вот потом такими маленькими кренками еще буду ходить. Здесь когда-то разловил кренка, вертушку кидал, нифига, а на кренк начал отзываться окунь. Сначала пройдем проходик с вертушечкой, потому что здесь щучка, травяночка. Но бывали экземплярчики под килошник выходили. Вот мы ее сюда. И надо поменять поводочек. Сразу поменяю. Поводки вот такие у меня пачка. Пачку беру всегда. Стараюсь поводки менять. Сколько раз подводили меня эти поводки. Покупал дорогие, титановые. Мода сейчас струной рыбачить. Разницы, я смотрю, нету. Что такое, что такое. Всегда на застежке что-то отрывается и так далее. Поводочек поменяем сейчас. Петельку новую. И можно начинать. Солнышка, конечно, вот нету под вечер. Солнышко бы, конечно, плюсануло по-любому. Потому что он бы начал бы все равно
играть на солнышке. Ну ладно. Зато не жарко. Ну комара, конечно, блин, вообще, ребят, куча. Мы, кстати, сейчас ходили с ночевой. Также поднимали спиннингом. Ставили продольник. Ну, ребят, из-за жары вообще нифига. Пока поднимали, щучка не крупная на спиннинг. Окунь. И за ночь там на продольничек тоже что-то щучка. Налим, окунь. Обратно спускались, нифига, ни выхода, ничего. Все жалуются из-за жары. Сейчас даже, ребят, поставлю там, вставлю небольшие там зарисовочки, что остались. Что-то как было. А вот. Даже воблер утопить не может. Вот у Илюхи, ребят, шурагаечка взяла. Сразу на всплыл, нет, да? смотри, нет, я забагрил ее, смотри. Да? Видишь? Угу. Ну, малышка. Ну, отпустим такой. Мы даже брать такой не будем. Чтобы тебе этот попалось потом кому-нибудь. Боданул ее, да, короче. Угу. Что у Люхи еще поклевочка. Блин, а я, Люх, опять зацепился. О, окунявый, смотри. С глубины. Ну тоже, блин, вообще парень-то такой. О, воблер работает. Какая-то рыба, походу, братан. Щука. Щука? Да, щука. Щучка. Щучка. Не крупная щучка. С вечера попалась. Что-то или рыба идет, что-то или что-то. Непонятно. Тянет так сильно. Налим. Черный. Черный. Вот, ребят, кто-то писал, налима ловите. Ну, вот попадается и вот погуляли. Да, бывают рыбалки хорошие, ребят, бывают вот такие. Продольник в новом месте стоял, на сужении, на течении, думали ясь. Ну, увы. Но сегодня, ребят, заряжен конкретно на окуня. Давайте попробуем, что у нас получится. Все-таки эту гальку, наверное, я пройду тоже немножко, покидая. Ну вот, ребят, начнем. Попробуем полосатых сегодня порыбалить. Мелкие кушки, ребят, выходят. За блесной даже тыкают некоторые. Но не настолько мелкие, что тройник, короче, даже не могут заглотить. А вот он, злодей, ребят, первый. Есть контакт. Вот такие, говорю, малыши выходили. Но это уже больновато мелкий. С оттуда выскочил. Тихо-тихо-тихо. Вот такого отпустим. Покрупнее, конечно, возьмем. Закоптим. Окунь копченый, очень вкусный. Ну, маловато что-то. Обычно вот в июле я вот сюда и приходил вот чисто на вечер. По штук 20 достойных даже доставали отсюда. Ну, как достойных. Таких сковородничков. С каждым годом все меняется и меняется место. Ну вот. Короче, разловили, ребят. Ребят, коряжничек такой интересный. Коряжничек надо обкидать. По-любому. Правда, неудобно. Сразу сверху обрыв, кусты. Приходится прям под ним лазить. А тут глина, скользко. И забрасывать неудобно.
Но мелко стало, блин. Раньше хорошие места здесь были. Щуку постоянно здесь ловили. На жерлице, помню, ловили. С каждым годом все хуже и хуже. Все мельче и меньше все зарастает и зарастает. Короче, обрыв зарос, ребят. Просто зарос. Перейти не могу по берегу. Вот вылажу. А вылазить надо, дай бог. Вот видите, как зарос. Не могу пройти. Опа. Да, дебри. Дебри, дебри. Вот крапива по самую голову, блин. Фига он здоровый. Ну вот, ребят, вышел я, получается, по обрыву вообще бесполезняк. Не прошел. Вот вышел на такое местечко. Здесь частенько, ребят, щука мелкая ловилась. Пока шел до окуня, вот окунь чуть дальше, вот и места будут окуневые. Постоянно здесь травяночка. Ох ты, видели, ребят, поклевку? Хапнула. Вот она прям возле травы и хапает. Прям возле края травы. Уже хочешь вытаскивать, она вот постоянно бьет. Ну, она стукнула по блесне. Наверное, больше не будет клевать. Чайки ругаются, ребят, там на острове Чаята. Как умалишенные ругаются. Ну вот она стукнула, она больше не выходит. Ну, тропы не видно, ребят. Значит, я тут первенький похожу сейчас по хулиганю. Это хорошо. Вот такие места, ребят, самое оно. Вот она прям здесь стоит, видите? В мелководьях. Вот такие места она любит. Вот такие затяжки. Есть. Ну вот, ребята, эта травяночка цепилась. Вот она. Тихо, 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 тихо. Вот она, ребят. Малышка. Вот такие же живут травянки. Они здесь больше не вырастают, ребят. Максимум, может, грамм 500-600 травяная щука. Что, возьмем такую? На пожарить, да? Возьмем на пожарить. Не знаю, сколько здесь будем лазить, конечно, потому что я хотел погулять побольше. Но обрыв, блин, не получилось взять. Вот травяночка, ребят, не крупная. Но вот они, говорю, больше не растут. Возьмем штучки 2-3 на поесть свеженькую. Конечно,
На других речках бы, ребят, конечно, я бы такую, может быть, даже и не взял. Ну, пускай там живут, хоть когда-то радуют. А здесь вот эта травянка. Это рыбалка детства. Я вот здесь постоянно ходил. Она здесь такая есть, ребят, просто. Щука. С той стороны обкидывал, вот она не брала. Перешел в эту сторону, получается. Блесна с другой стороны пошла, и вот поклевка. Интересно. Ох, ребят, смотрите. А вот и полосатый с того же ракурса. Что с тобой, друг? Что с тобой не то? А, ты в щучьих зубах был. Причем, ребят, смотрите, заглатывал капитально. В щучьих зубах. Вообще уже вот так его жрало. Вообще щука здесь есть хорошая. Но это что-то не крупненький окушок. Пускай живет. Интересно, девки пляшут. Где-то, ну не знаю, может в районе килограмма щука хапала. Ох, и далее она наперед аж выскочила. Блин, здесь вот надо поппер разловить, ребят. Как вы думаете? Видели, она как прыгнула? Получается, у меня, наверное, скорее всего, вот это. Я здесь веревочку длинную оставил. Вот это она накрутилась, она в нее ударила. Золодюги. Ну, здесь вот так, лайтовый спиннинг, ребят. Маленькие приманочки. И кайфовать можно вообще, дай бог. Вылетела, но она на этот не укололась. Ничего. Мотор идет. Прямо с самой кромки берега стоит. Сейчас, вы видали, нет? Где она? Вот какой щук. Это щук. Вот травяночка, блин. Вот травяночка, ребят. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Атакуют же. Атакуют же, правильно, ребят. Смотрите, что делает. Атакует, блядь, зараза, блядь. Бах! Ну, бесстрашно, ребят. Ну-ка пошла отсюда, блядь, зараза. Ничего я не буду делать. Вот трофей, да, ребят? Тихо, тихо, тихо. Дай сфоткаю тебя, подруга. В инстаграм выпустим. Кстати, ребят, ссылочка в инстаграма в описании. Залетайте. Вот такие всякие интересные кадры. Я там публикую с рыбалок, да что. Вот щука, а. Бесстрашная. Ну, это травянка, вот она такая есть, ребят. Видите, она уже маленькая, уже кушает. Тоже так смотрю, обмелело все здесь. Пляж вообще сожрал все здесь, песок. Мелко стало. Чайки ругаются, не дают рыбачить. Кто-то ударил. Видели, да, ребят?
Ух ты, видели, ребят? Хорошая щучка была. Более-менее. Но она стоит на течении же. Ох, второй раз хапнула. Но это уже все. Это она ушла. Первый раз вышла, второй раз добрала. Ничего так. Ну, круто так. Побаловаться, ребята, вообще классно. Можно. Стараюсь кидать, ребят, по течению, потому что течение здесь есть. И потом лепесток вращается очень быстро. Вот так он идет более-менее спокойно. Вон она прям здесь мелкая прыгает. Ох ты, видели, ребят? Опять выходила. Ну, блин, здесь как раз неудобно, видите, потому что тебе надо уже вертушку поднимать, край воды. Вода здесь уже стоит. И вертушку начинаешь уже приподнимать, и как раз атака щуки происходит. Здесь ее просто на море стоит мелкой этой щуки. Вот она, ребята. Доловил. Ну такая же мелкая. Ну вот вторая. Вторую возьмем. Штучки 3 возьмем, ребят. Попросили меня на рыбник. Вот такая щука как раз идет в рыбник, очень вкусно. 3 штучки таких возьмем. Да, подруга? А потом будем уже отпускать, если будет попадаться. Точно такая же, ребят, сестрюшка. Вот они, травяночки. Самая очень вкусная щука. Три штучки возьмем, больше нам не надо. Лишнего никогда не надо жадничать. Не надо брать лишки. Вот так пришел, да, ребят, вечерком покайфовать. Почему бы нет, да? Здорово. Ух ты. Полосатый. Полосатики тоже живут здесь. Но не крупный. Давай, парень. Отдыхай. Полосатики тоже живут. У меня по грудь, ребят, смотрите, прям. Местами почему-то он очень высокий. Но тут как раз вот такая жижа засасывает, прям капитально засасывает. Из-за этого, наверное, он такой здоровый здесь. Ну, ребята, еле прошел, вообще по колено засасывает. К воде вообще невозможно подойти. Почему так? Там вроде более-менее ходил. Здесь не получается. Подхожу уже к обрывчикам, но здесь их немножко. Чайки опять на меня ругаются. Чайки ругаются. Чаят много. Бегают уже такие на крыле. Красавцы. Бобер тут, ребят, лазит. Бобрище живет, он ползает. Ну вот. Вот эти места, ребят. Сейчас попробуем здесь окуня взять. Не знаю, пройду я здесь, не пройду. Что-то в этом году как-то жижа здесь такая капитальная. А нет, тут вроде нормально, твердо.
Конечно, обмелело, ребята. Ух. Все, смотрите, пляж. Остров сожрал песок. Все, вон. Тут раньше был такая галька небольшая, коряжник, и сразу свал такой нормальный. И вот что стало. Печально, обидно. Ну вот, места меняются. Короче, ребят, и тут все пообвалилось. Пройти не могу. Просто непролазный бурелом. Сразу свал здесь идет, обрыв резко. А там вообще невозможно пройти. Блин. Вот так вот, блин. Вот этот ивник, блин, все заполонил. Растет просто не по дням, а по часам. Блин, я так хотел здесь порыбачить. Ну что сделать? Увы. Что значит, какие планы? Попробуем здесь еще травянку помучить. И все, значит. Там по обрыву тоже местами не походишь. Ходишь вот так. По обрыву не идти. Пройдешь, вылезешь по чепыжнику, пройдешь. Но резко не кинуть, не забросить. Мошка лезет в горло. И, блин, там засасывает. Вот так вот. Вот такие пироги. Ну что, ладно. Не получилось, увы. Блин, я так надеялся. Ну, вообще изменилось. Тут раньше, ребята, вот так свал такой классный был. Течение, камнишки вот эти. И корни вот эти, коряги. Блин, вообще классно. И окунь вот здесь. Я окуня всегда здесь брал. Попьем кофе. Перекурим, наверное. Кофейку. И что, сменим приманочку, наверное. Так будет, наверное, интереснее, да, ребят? Чисто ради интереса. Выходы там были выходы. Щука там промахивалась. Ну и окунь, считай, сколько там? Три окушка. Правда, не крупных попалось. Поставим сейчас воблерок маленький. Щука тоже хватает его. Сейчас попробуем. Ладно, ребят, давайте. За неуспешную рыбалку, так скажем. Не получилось мне погулять. Но зато на велике покатался. Будем. Пока, ребят, пью кофе, остывая. Потому что ходить тяжело, жарко. Мошка это лезет в глаза, проводка не дается. Ну, мотаешь рукой, они сидят там, сосут в кровопийцы, блин, аж все чешется, зудит. Ну, не столь важно, ребят, хотел вас познакомить со своими друзьями. Денис, Иван, это рыбаки, ребят, однополчане, так скажем, односельчане, ну не односельчане, а живут они тоже в республике Коми, ну немного повыше, севернее, 700 километров примерно, не до них. Канал называется, ребят, «Братья Приходько». Многие их знают, многие подписаны. Ну, я хотел порекомендовать и посоветовать, ребят, зайти к ним на их канал. Ребята рыбачат круглый год. Настоящие рыбаки. Нет межсезоньев. Постоянно в деле, ребят. Уважают природу, убираются, ребят. Достойные ребята. Хотел вас познакомить. Кому интересно, ребят, ссылочку я оставляю в описании. Залетайте, очень хорошие ребята. Денис и Иван, вам большой привет от меня. Ваньке вообще огроменный привет, потому что с Ваней мы переписываемся, созваниваемся и, возможно, когда-нибудь вместе порыбачим на одной лодке или на одном берегу, неважно. Но я думаю, когда-нибудь свидимся. Расстояние не маленькое, ну и небольшое, так скажем. Так что, я думаю, будет как-нибудь у нас совместная рыбалочка. Возможно, пообщаемся вживую, а не по телефону. И вот чайки, заразы. Так что, ребят, ссылку в описании оставляю. Заходите, передавайте приветы от меня. Я выключаюсь, а то сейчас сожрет меня чайка тут. Она что-то не понимает, что происходит, походу. Давайте, ребят, на этой ноте залетаем. Ладно, ребят, тронул обратно. Чайки тут вообще что-то лютуют, блин. Не дают прям кофе попить, постоять. Потихоньку пойдем обратно. Правда, здесь вот жижа такая, говорю, невозможно прям
Невозможно ходить. Поставил такого кренка. Посмотрим, чисто ради интереса на него. Так, ребят, ну что, кренк не подходит. Большое течение. Поднимает его, блин. Надо, короче, ставить что-то другое. Что-то надо ставить, что-то другое. Что мы поставим? Есть еще поменьше, точнее чуть побольше. Ух ты, это есть. Сдалека взял. Это походу окунь. Угу. Окунявик. Кто-то звонит, блин. Тоже не крупный. Зараза, мелкий. Я понял, ребят, почему у меня чайки атакуют. У меня ноговая камера, наверное, белая. Вот может из-за этого. Одни, главное, спокойно как-то относятся. А одна вообще какая-то сумасшедшая. Вот, опять летит, ребят, смотрите. Чисто на меня. Я потом спиннинг поднимаю. Потому что вот пару раз вообще возле головы прям пролетел. Зараза такая. Я понимаю, что тут дети у тебя. Но не надо же быть такой злой. Я же ничего не сделаю. Ну, материнский инстинкт. Защита. Также и медведь, ребят. С медведицей. Медвежонок с медведицей. Самое опасное дело. Она просто не хочет тебя, конечно, трогать. Но, блин, чисто из-за этого она просто будет защищать своего ребенка. Вот, смотрите, летит опять на меня. Ну, что ты. Все, я уже ухожу отсюда. Уж сразу. Что-то опять окушок, что ли? Нет. Злодея щука. Блин, вот ты, зараза такая. А заглотила-то, блин, тройник целиком. Так, чайки мне тут не сидят. уже нападает. Оп! Вот так, ребята. Короче, я тут атакую, меня атакуют. Он опять летит, смотрите, что делает. Ладно, извлекаю сейчас как-нибудь. Это покрупнее уже, надо бояться ее. Вот зараза-то, а. Ребят, оцепил нормально. Давай, подруга. Иди. Такая же подруга. Тихо, тихо. Тут этой щуки, наверное, ребят, мелкой куча. Тихо, 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 тихо. О. Да тихо, подруга, я же тебе. Все хорошо, отпускаю обратно. Восвояйся, иди, гуляй. Бля. Ну что им надо, а? Вы прям под духом, ребят, слышали, да? Вроде посидит, успокоится опять. Не дает рыбачить. Эх, зараза такая, блин. Аж воздухом, блин, так дает. Как бы, ну, не, я знаю, что она не травмирует, но я тоже защищаю, я живой человек, блин.
Эх, заводюги. Ну чего, жадная травянка. Да. Ну-ка, если возле бережка, прям самого. О, видели, ребят? Выход был. Она прям там и стоит, беда, зараза. Ну вот, выхожу уже. Последний закуточек остался. Чайки не дают, ребята, вообще никак не дают. Некомфортно просто себя чувствуешь потом, блин, мало ли. В глаз воткнется, блин. Здесь одна живет еще, выходила. Такая хорошенькая вроде. Ну, то, что надо на сегодня мне. Сейчас мы ее долавливаем и будем собираться, наверное, выходить. О, опять. Ну, что ты будешь делать? Опять тут как тут. Вон, что творит, а? Зараза, блин. Чайки выгоняет. Иди, говорит, уже отсюда. Это наша рыба, говорит. Ох ты, промахнулась, ребят, видели? Стояла щучка. Жик и промахнулась. Не крупная была. Ну, промахивается, потом не берет больше. Ух ты, какая проводочка у меня замухренная получилась. Я не смогу, наверное, ввести столько. Ох ты, и брала еще, блин. Так и знал, что не получится. Далеко дал, и вот она как раз-то и стояла, за которой я шел сюда. Такая она более-менее. Что там запуталось? Какие-то рыбаки вон едут. Далеко дал. Ну да, все. Выходит, она промахивается и не берет. Опа. Ё-моё. Опять поклевка была. Мошка не дала. Мошка, ребят, не дала. Пришлось руку отпустить. И этот... Короче, много здесь ее мелкой щуки. Можно здесь вообще вон ходить туда-сюда, но он берет. Короче, слил я рыбу эту. Ух ты, да что ты будешь делать? Опять слил. Ладно, что, будем выходить. Не получилось у меня добыть эту щучку. Слил я ее. И тут вон поклевка была мелкой тоже. И сейчас на окуня. Все, ухожу. Все, не ругайтесь, подруги. Ухожу я, ухожу. Все, живите мирно, спокойно. Охраняйте свою рыбу, своих детей. А мы немножко порыбачили, душу отвели, и нам хорошо тоже. Сейчас только выбраться надо отсюда. Смотрите, ребят. Вот, видите, счастье. Комара сколько. Фу. Красота, ребят, смотрите, какая красота.
Да, здесь тоже классно. Люблю здесь тоже рыбачить в этих местах. По осени особо. Комара уже нету. Налим. Здесь у меня местечко есть. По утряночке можно вот так окушка погонять. Ну и обратно дорога это грибы. Велосипед у меня стоит. Не угнали, не угнали. Фу. Солнышко. Как раз завтра солнышко будет, ребят. Погода завтра опять жаркая. Вот денек себе уделил. Нормально. На дорожку. Правда, есть сырой. Без этой травы, ребят, вообще нежелательно приходить в такие места. Тем более, когда вот такие, дождь обещается и что-то еще. Просто тьма тьмущая. Так. И что там? Пьем лимонад. Допиваем. Забираем пакет с мусором. Спиннинг придется не ложить, в руках вести. Правда, разбили тут, заразы, блин. Не, вроде начинают ложить в пакет. А потом, походу, алкоголь дает о себе знать. Пиво еще. И все. На утро становится лень. Все забивают на это. Ну, положим рюкзак. Отвезем. Что, ребят, собрался. 9 час, выезжаю. Ну, вот такая лайтовая рыбалочка. Ну, так душу можно отвезти. Прикольно кидаешь и видишь поклевку, ну, прям живую. Ты вертушку, получается, спокойно видишь, как она идет. И с какой-то там лопушка она вылетает. Ну, очень здорово, прикольно. Единственное, что можно здесь по лайтовый спиннинг, лесочку тоненькую поставить, без поводочка и уже маленькими приманочками. Где-то, вот у меня 2.40 спиннинг, где-то 2.70. Потому что из-за травы неудобно немножко. Можно кайфовать вообще, ребят. Но в целом как-то так, что. Сходил на свои детские места, так скажем. Бывало там и доставал и на килограмм, и на 1,5 щуку. Но только на обрывах. Но, к сожалению, они попадали, заросли, и я не попал туда. А так по периметру походил, окуня увидел, самое главное. Нормально, ребят. Так, можно отдыхать. Ну, комар жрет, буду собираться. Впереди, ребят, не прощаюсь. Все знаете, что открываю магазин. И вот второй обзорчик для вас приготовил. Что да как, какая обстанова. Приятного просмотра. Ну, а так, прощаюсь. Всем счастья, здоровья, любви, ребят. А мне ждет велопрогулочка по лесу, по таежному, с комарами. Так что на связи. Всех обнял. Пока. Всем привет! Продолжаем влог. Как я открываю маленький магазинчик рыболовную деревню, ребят. Ну, люди просят, люди людям интересно, как все продвигается, ребят. Ну, сегодня показываю вторую стадию, что уже сделали за это время, после того видео, когда, ребята, я собирал стеллажи и так далее. Ну, сделано немало работы, ребят. Прикуплено тоже немало. Давайте потихоньку разберемся вместе с вами. Я показывал кучу распила, кучу вот этих деревяшек непонятных, как для многих. Но это ламинат, это детали будущих, точнее, стеллажей, ребят. Ну вот они уже в деле. Вот такие стеллажи получились. 4 стеклянных стеллажа, ребят. Рассчитали, вот нам напилили, наклеили. Вот сверлили здесь, получается. Все сами. Спасибо Олегу. Олег, если будешь смотреть, братан, от души. Получается одна большая ламинированная полка, 2 стеклянных. Сверху тоже не стал делать я
стекло, поставили ламинат. Ну и закрыто получается стеклом. 4 вот таких, ребят, стеллажа получилось. Один вот такой, тоже глухой, с той стороны полки. Ну здесь, ребят, ну как бы что-то для товара, допустим, разложить, показать. Ну тут занимаюсь всякими разными делами, там какие-то снасти монтирую и так далее. Соответственно, здесь бардак внутри, а на витринах получается выложен товар. Товара, ребят, совсем немного еще. Сами понимаете, это только начальная стадия. Но что-то как-то потихоньку уже вырисовывается и уже что-то как-то есть. Сделали еще, ребят, вот такую подставку под удильники. Это тоже придумано вообще, просто сами придумали. Кстати, можно, ребят, у кого много удильников, у кого есть хорошие гаражи, советую такую штуку придумать. Это получается простые клипсы. Здесь 32, здесь 20 клипса. И вот отличный стояк получается для удильников. Ну еще единственное, что можно поставить снизу колесики, чтобы крутилось. Но ни к чему. Поставлю чисто ножки. Вот. Ножки скоро будут. Но ножек не оказалось. Ну пока вот на полу. Очень прикольно, хорошо. Я не спорю, не все залазят, конечно, потому что вот есть вот такие. Но примерно я рассчитал высоту соединения и в принципе нормально. Единственное, что резиночка вот держит. Очень классно, ребят. Так что если что, берите, мотайте на ус. Можно даже дома как-то выставить там, чтобы удильники стояли у вас все на подбор. Ну давайте, ребят, с угла начнем. Здесь будет зона. Смотрите, хотим взять искусственный газон, подстелить вот здесь зону, поставить кресла, имитацию костра, ребят, повесить котелочек там и так далее. Я думаю, будет здорово, чисто так, для интереса покупателя. Он придет и, ну, такая атмосфера, ребят, я думаю, это здорово. Есть 3 стула, пару стульчиков забрали уже у нас, есть фигурное кресло и такие пару небольших кресел. 3 стеллажа покупные, ребят, железные, с крючками. Ну, хорошая вещь, но в дальнейшем еще, ребят, возьмем, наверное, 1 или 2. Потому что здесь планировка будет меняться и меняться. Соответственно, все это будет передвигаться по-любому. Потому что, ну, помещение позволяет, товара будет больше. Товар заказан чисто летний-весенний такой, скажем. Еще зимы, еще ничего такого нету, а я планирую как бы и лыжи, и буры там, ну, всякое разное. Так что должно быть стеллажей больше по-любому. Разложились так, ребят, пока что есть. Здесь немного всякой мелочевки. Это карабины, грузила, бубенчики, там крючки, мотыльницы, опарышницы, коробочки, светлячки, кормушки фидерные и так далее. Здесь небольшой ряд катушек. Есть даже с байтрайнером. Побольше, средние, поменьше. Здесь большой ряд лески, ребят. К леске отношусь очень я сам как рыбак деликатно. И заказал леску неплохую леску. Ну, как бы, есть дешевая советская, есть китайская. Это, ребят, хорошая, нормальная лесочка. От разных рядов тоже лески достаточно. Есть шнуры, плетеночки. Короче, здесь это немного двойников, тройников, джиг, воблера, блесна. Понятно. Да, ребят. Здесь тоже большой ряд поплавка. Ну, здесь по мелочи всякое разное. Пока что вот как-то так, что есть. Поводки, как бы я не считаю, ребят, за это. Что-то уже продали, да, потому что пока открывались, как бы выставлял много объявлений в соцсетях, и местные как бы знают, приходили, смотрели, как что-то уже даже прикупили. Много в кофте летней такой легенькой, обгорел страшно. На улице жара, но садились, здесь в подвале очень так спокойно, тепло. Хорошо. Так, ну, соответственно, по этим же стеллажам и полкам и так далее сделал стол и полку, рабочую зону. Короче, чтобы здесь заниматься, сидеть, соответственно, надо. Ну, это пока что-то как-то так. Здесь, ребят, я как говорил, здесь будет, возможно, у нас складное помещение, но здесь место позволяет. Здесь еще будут стеллажи до пола, ребят, вот так. Здесь и сзади будет также складное помещение, потому что
Это не просто так оставлено, здесь будут стеллажи с полками со всеми. Также будет работать эта стена, та стена, что-то где-то, что-то еще. Потому что, ну, будет работать все, я так думаю. Так, что, ребят, еще по поводу освещения. Лампу уже привез. Вот 2 лампы надо будет заняться поставить. Еще бардак такой, ребят, вот буквально вчера собрал стул. Купил сразу. Ну и как-то так. Ну, в целом, ребят, показать особо нечего еще. Единственное, что могу сказать, то что как бы все упирается в денежку, и самое дорогое, наверное, что вот покупаем, это, конечно, оборудование. Соответственно, это компьютер. Компьютер не дешевый, взял сразу хороший, потому что пока здесь буду находиться, заниматься там продажей, да, и что-то еще, возможно, буду заниматься своим любимым хобби, это видеоблог. Буду монтировать здесь видео, как-то что-то делать, и как бы приятно с полезным буду совмещать. Сейчас вот буквально на днях общались с хозяином этого помещения, чтобы записал заявление по поводу интернета. Интернет, ну, соответственно, пока интернета нет. Это из самых дорогих, наверное, ну, полностью принтер, компьютер, что там еще можно сказать. Из оборудования сейф. Взяли вот еще аквариум, ребят. Будет аквариум, будет живая рыбка плавать, я думаю, это тоже интересно, красиво. Ну, это уже привилегия Ларисы Юрьевны, так как дизайном больше она как бы занимается, я больше другими делами. Сразу купили холодильничек маленький. Живность у нас уже есть в продаже. Пока вот здесь тоже стоит что-то еще. Соответственно, здесь, конечно, он потом не будет стоять. Куда-то мы дальше его продвинем, может, возможно, отдельное место будет. Здесь закажу угол, ребят. Здесь будет торцевая полочка с углами. Ну, здесь вход, понятное дело. Возможно, еще туда по стоякам с удильниками я пока не знаю. Если будет большой ассортимент, очень много будет, то, соответственно, конечно, еще сделаем один будет. Или где-то там стоит, или продолжим его. Ну, все, ребят, как-то так в целом. Второй обзорчик, что уже прикупили, что сделали. Соответственно, все продвигается, ребят, продвигается. Название магазина, кстати, спрашиваю, «Счастье рыбака», ребят, будет название магазина. Вот буквально вчера пришла нам печаточка «Счастье рыбака». Все, документация здесь, ребята, идет Лариса Юрьевна пока, потому что, ну, с нуля начинать тяжеловато, ребят. Там тот же взять светильник, там пойти купить там те же там калькуляторы там сразу. Ничего дешево нету, ребят, так что, тем более я объясняю, что в деревне как бы, соответственно, тяжеловато, маленько. Ну, это наша затея, это наша мечта была. Почему нет, да, ребят, правильно? Тем более на себя. Я понимаю, что сейчас в течение года там прибыли какой-то не будет, там что-то, все будет уходить в магазин. Соответственно, все доходы, то, что пока есть, какие-то мы пускаем сюда полностью. 100, 5, 10. Ну, вот как-то так, ребят. Все здесь будет меняться. Пока вот, чтобы немного торговать, чтобы был какой-то вид, сделали вот пока вот такую зону. Ну вот, ребят, вроде все. Показал, рассказал, что пока происходит у нас здесь, что творится. Ну, работа, ребят, не початый край. Это просто, не знаю даже, как сказать, работы много, ребят. Ну, будем стараться, будем продвигать, будем думать, смотреть. Впереди, конечно, работа по баннеру, по рекламе, потому что, соответственно, магазин, как говорится, только открывается, еще его не знают, проходимость небольшая. И как бы так получилось, что помещение не в самом центре, немножко на окраине. Ну, я думаю, сарафанное радио работает, ребят, все здорово. На улице жара, пекло. Просто невыносимо. Так, немного торца покажу. Вот здесь будет, ребят, баннер, где-то 2 на 2. И здесь, конечно, вывеска будет еще. В целом все. Занимаемся, работаем, печатаем ценники, делаем заявку на новый товар, потому что, соответственно, сразу все привести оптом не получилось. Ну, будем стараться, ребят.
Ладно, спасибо всем за просмотр. Спасибо, что поддерживаете. Пока.